Что делает человека бессмертным? Его дела, его слова или его мысли? Как человек, живший почти 1000 лет назад, может до сих пор вдохновлять миллионы? Почему его стихи, написанные в далеком первом веке, звучат так, будто они обращены к каждому из нас лично? И как один человек смог быть одновременно великим математиком, астрономом и поэтом, чьи строки до сих пор заставляют нас задуматься о смысле жизни? Омар Хайям родился в 1048 году в Нишапуре, Персия, современный Иран. Его имя Хайям переводится как «палаточник». Возможно, это намек на профессию его отца. Но сам Омар выбрал путь, который вывел его далеко за пределы ремесла. Он стал ученым, чьи работы в математике и астрономии до сих пор изучают в университетах. Хайям разработал новые методы решения кубических уравнений, создал более точный календарь, чем григорианский, и даже работал над теорией параллельных линий. Но наука – это лишь одна сторона личности. Хайям был человеком, который искал истину не только в числах и звездах, но и в человеческой душе. Его стихи – это не просто поэзия, это философия, выраженная в 4 строках. Его рубаи, четверостишие – это размышления о жизни, смерти, любви и вечности. Омар Хайям был скептиком, он не боялся задавать вопросы, которые другие считали запретными. Его знаменитая рубаи гласит: «Никогда не пытайся познать, что будет после смерти, но живи настоящим, ведь оно твой дар. Будущее скрыто, прошлое ушло, лишь миг между ними, твой шанс, твой старт». Эти строки звучат так, будто они написаны сегодня. Хайям призывал людей не тратить жизнь на пустые размышления о том, что не подвластно их пониманию. Он говорил: «Живи сейчас, люби сейчас, будь счастлив сейчас». Его философия была вызовом религиозным догмам того времени, и за это он часто подвергался критике. Хайям жил в эпоху, когда религия и наука часто сталкивались. Его взгляды на мир, его скептицизм и агностицизм вызывали недовольство у религиозных авторитетов. Его стихи, в которых он сомневался в божественном порядке вещей, считались еретическими. Но Хайям не боялся высказывать свои мысли. Он писал: «Я знаю, что мир – это лабиринт, где каждый ищет свой путь, но тот, кто нашел свет внутри себя, не нуждается в звездах наверху». Его слова были вызовом, но они также были утешением для тех, кто искал смысл в хаосе жизни. Наследие Хайяма – бессмертие в словах. Омар Хайям умер в 1131 году, но его слова продолжают жить. Его рубаи переведены на десятки языков. Его стихи цитируют философы, писатели и даже политики. Его философия актуальна и сегодня, в мире, где люди все так же ищут ответы на вечные вопросы. Хайям оставил нам не только свои стихи, но и важный урок. Жизнь коротка, но она прекрасна, если мы живем ее осознанно. Его строки – это напоминание о том, что каждый миг ценен, и что истинное счастье в моменте, который мы проживаем сейчас. Омар Хайям – это не просто историческая фигура. Это голос, который звучит сквозь века, напоминая нам о том, что жизнь – это дар, который нужно ценить. Его стихи – это не просто поэзия, это руководство к жизни. Они учат нас быть смелыми, задавать вопросы, искать истину и, самое главное, жить настоящим. Если этот рассказ затронул ваше сердце, поддержите его, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всего секунда на кнопку, но для меня это огромная поддержка. А если у вас есть мысли или вопросы о Хайяме, заходите в комментарии, давайте обсудим этого удивительного человека вместе. Ведь, как говорил сам Хайям, мудрость – это не знание, а умение делиться им. Спасибо, что были со мной. До встречи в новых историях.